Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта чарговы выпуск нашай антыкаранавіруснай праграмы «Засталіся дома». Ну, ужо відавочна, што так хутка, як спачатку спадзяваліся, Беларусь з каранавірусам не справіцца. Відаць, і ўвесь свет, не толькі Беларусь, і ўсё больш людзей сыходзяць у самаізаляцыю. Але вот як у гэтай самаізаляцыі не з'ехаць з глузду, не абмежаваць сваё жыццё трохкутнікам канапа, лядоўня і серыялы, мы і гаворым у нашай праграме «Засталіся дома». Сёння з намі падзеляцца сваімі сакрэтамі уладальніца салонаў прыгажосці ў цэнтры Мінска, творчай прасторы месца і бара «Сіняя коза», бізнес-вумен Ксенія Фёдорова, а таксама выканаўца альтэрнатыўнай яўрэйскай музыкі, выкладчык традыцый і памочнік рабіна Пінхас Цинман. Добрый день, шановное спадарство. Да, ну, адразу хочу сказать, что калі спадарыня Ксенія гаворыць з намі з Мінску, со столицы Беларуси, то ось спадар Пінхас гаворыць з намі з Киева на сувязі. І можна я ось з вас пачну. Мы уже на минулым тыдні гаварылі з кіеўскім гостем Сергеем Кузіным, распытывалі ў яго ўсё ж таки, як там карантин ва Украине и у Киеве конкретно трымаецца. Вот. И все ж таки от вас, вы цалком сышли в самоизоляцию? Да, на самом деле мы уже всей семьей находимся больше месяца в карантине, поскольку мы живем немножко, я живу, можно сказать, в городе Киеве, и я немножко живу по правилам той общины, в которой я здесь нахожусь. А вот наша еврейская конкретная община, она ушла в карантин, можно сказать, еще за несколько дней до того, как карантин начался, поскольку у нас много связей со всем миром, и многие знакомые, которые жили там, в тех же странах, в Италии, в Америке, они очень, так сказать, нас предупредили, что стоит предпринять какие-то меры заранее. Поэтому мы уже с детьми, у меня, слава богу, 4 детей, у меня сейчас и детский сад, и школа онлайн дома. Вот. Мы уже сидим где-то, ну, вот, можно сказать, 5 недель в карантине. Я думал, вы, как помощник рабіна, скажете, у меня там прямая сувязь с Богом, и нам вот Всевышний параю сыходить своечасово в карантин. Я вам скажу, что такого никто не ожидал, но сейчас в мире закрыто большинство синагог. Я думаю, что я не знаю, 70%, может быть, точно. Несмотря на то, что многие подумают, что верующие люди должны уповать на Бога и поэтому должны продолжать ходить, но поскольку есть конкретное указание в Торе, то, что человек должен следить за своим здоровьем, и так как человек должен ходить и молиться, и верить во Всевышнего, он точно так же должен оберегать себя, если существует какая-то опасность. Поэтому на самом деле мы так и поступаем, как говорят наши раввины. Я все-таки помощник раввина, и наш раввин решил, что мы должны уйти в карантин ранее. Вот, пока так. Ну, вы бачите, нягледзячы на тое, што кажуць, што Бог, ён все одно адзіны, але вот неяк вот праваслаўныя святары і праваслаўныя церквы неяк так не паслухаліся ці па іншых нейкіх канонах живут, ці что, потому что не отменили ни богослужение, ни это причащение, ни это пасхи и все остальное. И зараз вот читаешь новины, что отбывается там и в разных монастырях, то кольки захворелых, то аж становится страшно. Лепей бы святары православные послухаліся, поглядели на рабинов и зрабили так, як яны. Спадарня Ксения, скажите, ласка, вот вы цалком у карантине, цалком на самоизоляции. Вот гляжу на ваши интерьеры, и меня терзают смутные сомнения. Нет, мы, конечно, ушли на частичный карантин. Дети дома, младшая дочка, которая ходит в школу, уже не ходит в нее, вернее, месяц, дома обучается. И средний сын в институте в ВГУ обучается, тоже остается дома на удаленке. Старший сын вынужден работать, потому что он по распределению работает и ходит на работу.
Ну, и у меня из 4 предприятий 3 закрыла, одно еще работает, потому что люди хотят работать, и как бы официально карантина нет. Хотя я была готова к нему уже 1 марта. Было понятно, что надвигается туча, 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 и почему-то у меня было ощущение, что все-таки наши власти примут такое решение и закроется. Поэтому бар мы закрыли, я закрыла, приняла решение 1 марта, потому что, ну, было страшно. Было страшно. Сейчас прихожу на работу минимально, какие-то вещи делаем. Ну вот вышла специально в такой зал, где нету людей. Ну вот как-то так. Глядзіце, я читаю там навіны з той же самай Украіны, да прыкладу, дзе Мгм. кажуць пра тое, што бізнесмены, прадпрымальнікі, ну такія невялікія, скажем, яны патрабуюць, каб каранцін адмянілі, каб што трэба адкрывацца, распачынаць наноў працу, таму што ну, бізнес гіне у такой сітуацыі. Вы ж наадварот, я ведаю, што калі яшчэ размовы нават ну как бы не было про тое, чым это можа быць скончыцца, вы адразу сказали: вот свой бар я закрываю по сваёй ініцыятыве, тому что хочу там клапаціцца про людзей. Прыгадываючы зараз словы Александра Лукашэнкі, ну, так немного их трансформуючы, можно сказать, закрыць-то можно хутка, а жрать что будем? Вот у вас не было такой думки, что а далей же что будем? Нет, на тот момент не было. Иногда нужно решение принимать мгновенно, потому что было понятно, что что-то происходит, а что — непонятно. Вот такая тавтология. И для того, чтобы определиться, насколько опасно, насколько вообще эта вся история надолго, нужно было остановиться, взять паузу и посмотреть вообще, что происходит. Поэтому в данный момент важно было сохранить и людей, и как-то безопасность, потому что все-таки бар — это очень контактный вид работы, и люди не могут просто прийти, выпить и уйти. Это не рюмочное. Туда приходит за атмосферой, кто-то выпить пиво, кто-то кофе. Это в основном посидеть, пообщаться. Общение предполагает достаточно тесные контакты, в том числе и сотрудникам, которые там будут обеспечивать этот контакт. Поэтому надо было определиться и понять, насколько это надолго затянется. Вот приняла такое решение. Ну, а зараз думак няма таких, что ну вот как бы трэба ратаваць бізнес, ну, і калі людзі самі хочуць прыходзіць, раз яны не клапоцяцца пра сваё здароўе ці не баяцца, ці лічаць сябе такімі горцамі, Дунканамі, Маклаудамі, что бессмертными, ну то значится будем працаваць, что ж зробіш? Ну, знаете, мне кажется, сейчас ситуация в такую шла в штопор, что действительно от того, что закрываться и не работать, у меня такое ощущение, что мы находимся в каком-то гетто, простите. Вот у меня такое ощущение, что все равно жить надо, работать надо и выживать как-то надо, к сожалению. Вот приходится самоорганизовываться и продумывать жизнь самостоятельно, не полагаться на сегодняшний момент на власть. Спадар Пінкас, а вот скажите, я до вас як да все ж таки помощника раввина, мне цікаво, а выконваць усе вот як бы это сказать, каб не пакрыўдзіць веруючага человека, там ритуалы, правильно будет сказать? Все. Гэта можно дома, можно вот там ж это ж не просто, вы ж не просто человек, які может там на икону помолиться и все. Вам же трэба нешта там вот там ритуалы пэўныя праводзіць, ці это не абавязкова, ці як вы выходите из ситуации? Дело в том, что вообще в иудаизме, если так просто обладает определенными знаниями так сказать, приоритетами самого иудаизма, можно понять, там наоборот, как раз-таки есть несколько приоритетов, например, молитвы в обществе, да, там должно быть 10 мужчин, чтобы молилось вместе, однако в любом, так сказать, своде законов еврейском будет написано, если человек молится в общественном месте, он делает так-то, так-то, если он молится один, он там эти вещи, он там, например, не говорит, эти вещи он не делает. То есть есть изначально такая модель, что человек может находиться и молиться один. Вот. Поэтому здесь мы, конечно, связаны. Многие вещи происходят именно в обществе с другими людьми, и без них почти невозможно. Но вот я вам скажу, что сейчас у нас прошло, как и, так сказать, у украинцев, белорусов, прошла Пасха, у нас прошел Песах. И впервые мы находились, ну, просто вот так
как написано в Торе, написано, когда впервые евреи выходили из Египта, было указание, чтобы они сидели дома, каждый в своем доме и не выходил на улицу в ночь эту пасхальную. И прямо вот многие цитировали как раз в Фейсбуке в этом году, что мы повторяем эту историю. Мы на самом деле сидели дома, и многие раввины писали, потом я видел в Фейсбуке, что они писали, это был лучший, так сказать, праздник за все время, потому что они смогли посвятить время семье, они смогли спокойно, так сказать, вникнуться там, в тексты, определенные ритуалы, но перед этим онлайн проходили большие семинары, и у нас называется на идиш, то есть такое слово «фарбренген». Это вообще хасидские посиделки, когда садятся вместе люди, немножко алкоголя, поют, что-то обсуждают. Провели это все онлайн перед праздником, рассказали полностью подробно, как нужно, что делать дома самому. И вот так, например, мы провели праздник. Ну вот пока все происходит так. То есть есть такой регламент, что можно, как нужно делать все самому. Это не впервые так происходит с еврейским народом, на самом деле. Вот. Можно сказать, что вяртаемся ў такія ветхозаветныя часы адносна. Спадарня Ксенія, вот все ж таки, ці больш вы часу зараз праводзіце дома? Ну, я так разумею, што больш, але ці даводзіцца зараз больш часу, ці атрымалася так, што вот зараз людзі думаюць, нарэшце я пайду ў самаізаляцыю, нарэшце смагу там спакойна пабыць дома, заняцца тымі справамі, якія вот все раней да іх рукі не даходзілі. У вас атрымалася заняцца тым, да чаго раней рукі не даходзілі? Да, получилось, но на самом деле я очень социальный человек, и мне очень не хватает общения живого, как оказалось, за месяц, который я ограничила очень контакты с окружением. Все, что можно было сделать, я сделала. Мы даже во дворе с дочкой посадили какие-то там сосенки, разгребли даже общедворовую территорию, и общественные балконы помыли, и, понятное дело, и дома навели порядок, и поиграли, и позанимались. Все, что можно, сделали, но, оказывается, все-таки мы очень социальные, и очень хочется общения. Да. Ну, как-то так, да. Пакуль што давайте зробім такую, можа быць, паузу, у тым сэнсе, што, ведаеце, калі на сцяне вісіць, а калі ў руках ёсць гітара, то, значыцца, яна калі-небудзь павінна зайграць. Спадар Пінхас, атрымалася ў вас падчас гэтага каранціна больш часу аддаць музыцы, творчасти? Честно признаюсь, у меня сейчас появилось меньше времени. Поскольку... Вот чамусьці я так и думал. Да? Ну, а чему? Вот просто настолько меньше времени. Невозможно самоизолироваться. Дети везде, дети учатся, используют все. У нас же, понимаете, идет школа, 3 детей, учатся, 3 девайса использованы, компьютер, телефон, планшет, в каждой комнате кто-то сидит, даже некуда деться. Но несмотря на это, мы с детьми даже, они помогали, сняли небольшое видео, я написал такую Я думал, что это более песня, это шуточный сарказм. Но мне помогает, отмечу некоторым белорусским музыкантам, мои хорошие друзья. Вот. Не буду говорить, может быть, они не хотят. Подтолкнули, чтобы все-таки записать полноценный трек. Я исполню эту песню. Единственное, что я заранее скажу, поскольку я некому много ее играть, я ее не запомнил хорошо наизусть. Принтера у меня нету, но я понадеюсь, сейчас пытаюсь ее вспомнить. В крайнем случае сделаю пару ошибок, это не страшно, я думаю. Хорошо, да, сейчас могу что-то сыграть. Давайте. Песня называется «Это время». Сейчас не время для протеста, скажу вам честно. Конечно, быть закрытым в одном месте неинтересно, тесно, и, может быть, не так полезно, но это лучше, чем свинцовой пулей метить чьё-то сердце. И никуда сейчас не деться. Как раз пришло то время снова вспомнить свое детство, когда искали мы
любые средства, чтобы, оставшись дома, наиграться наконец-то. Я никуда не спешу, почувствуй, что такое быть в напряжении. Я никуда не хожу, не трачу сил преодолеть дивана без движения. Исчез на улице шум, и стал я засыпать под ноты чьей-то колыбельной. Такой расклад нахожу, полезным временем исправить жизнь и отношения. Это время подумать о других. Это время, когда весь мир затих. Это время задуматься на миг. Для чего, для чего, для чего, для чего весь этот мир возник? Не думали, мы не гадали, и так попали, что наши прежние проблемы с ностальгией вспоминать мы все чаще стали. Слетать хотели мы на Бали, сейчас мечтаем посмотреть хотя бы что-то в кинозале. Мечтали ездить на Феррари, теперь гоняем мы на кухню в пижаме и в сандалях. Но в этих непростых реалиях смогли мы отыскать много положительных деталей. Я никуда не спешу, общаемся с друзьями, мы часами. Детей стал больше семью, заботимся все чаще о здоровье папы с мамой. Уже не нужен билет на группу выступления любимой самой. И незаметно для всех мы наконец-то ближе к крутому стали. Это время подумать о других. Это время, когда весь мир затих. Это время задуматься над ним. Для чего, для чего, для чего, для чего весь этот мир возник? Дякую. Спадарня Ксенія, вы вот чакали, калі убачили того, хто буде разом з нами в этом эфире, вот Пінхаса убачивши на экране, вы могли себе уявить, что перед нами Нет, узыходящая зорка хип-хопа еврейского? вообще очень круто, вообще обалденно круто, это правда, да. Получила удовольствие вообще эстетическое и аудиальное, вообще молодцы, да, супер. Я до вас яшчэ з адным пытаннем. Вот спадар Пінхас расказаў про тое, што даволі цяжка займацца творчасцю, калі поўная хата дзяцей, сям'я пастаянна, кожны займаецца сваімі справамі, кожны там праз кожную хвіліну: тата, а скажи мне это, тата, а что там вот у вас? Як атрымліваецца стасункі ў сям'і ад таго, што вы больш часу праводзіце разам? Яны палепшыліся ці наадварот пагоршыліся? Потому что памятаеце, як тым мультфільме про Масяню? Опять ты. Нет, у нас как-то удивительно, но улучшились, да, потому что мы очень редко видели друг друга, особенно я, как занятая мама, и мне всегда было чувство вины, что я им чего-то не додаю, то сейчас, конечно, в этом есть плюс, что очень много общения контактного, тактильного, и как-то очень много рассуждаем, обсуждаем, и дети как-то вникают в ситуацию, что происходит, взрослеют, и приходится объяснять, что происходит в мире, и как это пережить всем вместе. То есть нас однозначно это объединило. Спадар Пінхас, я вот где-то тыдзень тому размаўляў, быў у нас эфир с психологом мінскім, и она кажа, что вот я боюсь, мы размаўлялі про тое, что як зменится вот падчас этой самоизоляции, карантина, коронавируса свет и люди, и грамадство. И она кажа, что я боюсь, что может быть змены у горшы бок, потому что вот люди, знаходзячыся у самоизоляции, у карантине постоянно разом, и может быть рост хатняга гвалту. И я гляжу зараз вось навіны з России, там говорится про то же самое, что павялічыліся выпадки хатняга гвалту. У вас вот як вы справляетесь? Нема часам такого, что, знаете, там черный бог
поворачивается и думаешь, да как вы уже достали тут меня, там, как долбы. Як справляетесь? Да, на самом деле, конечно, есть разные моменты. Есть моменты, которые, когда на самом деле ты просто привыкаешь. Вот я как тоже общительный человек, и когда ты закрываешься в одном месте с любимыми к тебе людьми, то когда ты их видишь время от времени, ты спокойно, более-менее с ними общаешься. Когда ты долго с ними, понятно, что тебя постоянно отвлекают, и могут возникать конфликты. Они, как в любой семье, я думаю, стандартные какие-то могут быть, может, что-то и появляется. Главное в этот момент, мне как бы не сказать ни в одну, ни в другую сторону. Я не скажу, что прямо все супер идеально, потому что есть семьи, которые на самом деле укрепляют отношения в такое время, есть семьи, которые рушат отношения. Я скажу, что в любом случае, раз такое уже происходит, а человек, как верующий человек, я воспринимаю эту ситуацию совершенно не случайно. То есть это не просто какой-то там природный катаклизм, потому что природа — это и есть проявление Бога. То есть была необходимость, какая-то проверка людей. Люди, бывает, живут настолько на автомате на каком-то. Может быть, они сохраняют семью, но это все идет на автомате. То есть их дети рождаются, они ничего особенного не получают от родителей, потому что родители удерживают семью, но ничего им не могут дать. И тут начинается их проверка. Поэтому, да, через конфликты, через различные проблемы, вдруг возникает проблема, которую я даже не знал, что у нас она была. Но она возникла, и реально я ее вижу. Приходится решать, мы садимся, решаем, что-то делаем с этим. Но, конечно, я скажу, напряжение выросло. У меня лично и психологическое напряжение выросло. Вот. Я стараюсь общаться с раввином, общаться с друзьями. У меня есть онлайн-уроки, я продолжаю, в принципе, работать. Поэтому какая-то разрядка есть. Но одновременно я делаю урок, тут может открыться дверь, и кто-то из детей влезть, и начинает здесь ползать, лазить, и он отвлекает, и ты начинаешь постоянно тебе что-то мешает и нервирует. Да, поэтому я думаю, что обстановка по-любому, она нарастает, когда есть большая семья, когда люди могут пересекаться, как бы, какие-то пересечения интересов. Но это специально, я думаю, было сделано для того, чтобы в этот момент надо остановиться и что-то придумать, как это... Люди должны жить вместе. Это не то, что люди сожительствуют. Пришли вечером, пообщались, поспали, опять разошлись. В идеале они должны больше времени находиться вместе, поэтому и сложно находиться много времени, потому что до этого так нет. Поэтому я думаю, что есть проблемы, возникает больше, да, напряжение намного больше, намного. Но приходится с этим работать. Ну вот, а что вы робите, когда адчуваеце, што напружанне дасягае такога ўзроўню, што можа выплеснуцца праз край? Што вы робіце? Там малітву чытаеце, песню спяваеце, ці што вы робіце? Як вот парайце, як людзям вот, каб карыстацца вашим опытом? Ну, первым делом, да, я сам по себе, может быть, когда-то я думал, что я хороший психолог, со временем, чем больше общаюсь с людьми, я понимаю, что это намного, надо, так сказать, более быть глубоким человеком и обладая большими знаниями, но то, чему меня научили, потому что я тоже учился в определенных учебных заведениях, и светских, и религиозных, затем, и так я пытаюсь тоже делать, что люди должны просто отвлекаться. Во время любого конфликта, напряжения сложно человека, я вначале так пытался, я в напряжении, или там жена в напряжении, пытаюсь ее успокоить, я в напряжении, пытается меня успокоить. В этот момент тот совет, который мне давали, и я делаю, это увлечься на какой-то момент, может быть, постараться увлечься тем делом, которое тебе доставляет удовольствие максимально. Это ненадолго. Это может быть и молитва. Но у нас просто молитвы, они разделены по времени, у нас это более техническая вещь. Вот. Но можно отойти что-то, поделать свое, попытаться... Ты понимаешь, сейчас взорвешься, сдержаться, уйти в другое место, заняться каким-то любимым делом. Если получается, конечно, выйти на балкон, подышать свежим воздухом. И со временем оно как бы чуть-чуть, если вот есть какой-то пик вот этого напряжения, если этот пик не преодолеть, то есть не дойти до него, то ситуация чуть успокоится, и потом можно попытаться решить этот конфликт. Но я думаю, надо заниматься любимыми делами. Сразу подумать, что самое лучшее, что ты хотел сейчас сделать, попытаться убрать мысли от той ситуации и отойти, насколько это возможно. Не всегда у меня получается. Но, к счастью, вроде еще мы держимся, слава богу. Спадарня Ксения, вот глядите, помощник раввина, фактично святы человек, и то вымышленный час от часу выходить на балкон
свежим поветром подыхать, как это нервное напружение не разорвало его пополам. А вы рассказываете про то, что у вас наоборот семья умацавалася и так далее. Так потому что у нас же частичная самоизоляция. Мы можем выйти, мы действительно гуляем, и у меня есть возможность выйти и походить километров 7-10. И оттуда вы хитрая сходить, такая. Конечно, и муж Вы можете также сказать, выходит, ой, берет палки спортивные и пошел вдоль озера, обходя людей там подальше, чтобы не контачить. Поэтому, конечно, мы не совсем изолированы, и есть возможность выйти и отстранить. Я вот сейчас тоже слушаю, понимаю, что, безусловно, если бы находились постоянно без выхода на улицу, то приходилось бы как-то по-другому перестраивать жизнь и прилаживаться. Пока у нас как-то так баланс, когда можно выйти, все-таки выходим, когда с удовольствием проводим время дома, когда все дома. Ну, вообще, да, каждый сам по себе. Ось бачите, вот она как бизнес-вумен, железная женщина, трымае все эмоции заўсёды трымае при себе, ее там уже Да поднимая вир, но она так спокойно робить выгляд, что ничего не здараецца, такая: так, мне что-то терминово потребно стало на працу сбегать. И так хоп, и пошла. Именно так. Сейчас пришла, сделала пятничник, не субботник, альтернативный себе на работу помыли, здесь все убрали, пыль протерли, видите, стресс снялся. Да, вот бачите, вот у гаспадара Пінкаса, на жаль, нема такой магчымасці. Вот пойти где-нибудь в синагоге подлоги помыть и заодно вот Да, весь стресс да. снял. Было бы польза двойная, конечно, всем. До речі, гаспадар Пінкас, вот все ж таки шмат хто кажа, что я вот зараз пойду на самоизоляцию, у меня будет шмат часу, я смогу там и выучить какую-нибудь там китайскую мову, и там, я не ведаю, там что-нибудь еще там зрабіць такое, про что только марыў. Як вы думаете, все ж таки вот ці магчыма нават у таких умовах нарэшце спраўдзіць свою мару, там вот, ну вот кто-то там, я нарэшце прочитаю Бахаревича «Собаки Европы», потому что вот уже год не могу больше за 30 сторонок прочитать. Кто-то каже, я там мову выучу. Вот ці можна гэтага дамагчыся? Ну, на самом деле, ведь все зависит от обстоятельств и семьи. У меня, например, много зависит от темперамента, от моего личного, например. Если моя жена находилась дома большинство времени, хотя она тоже работала, в последнее время там не было определенной работы, она онлайн изначально работала и с ребенком, с маленьким сидела дома, то, например, для нее сейчас изменений больших не произошло. Да, больше детей стало напряжение, например, да. А для меня, даже когда у меня есть свободная минута, собраться спокойно с мыслями, что-то сделать, то, что я раньше не мог сделать, я раньше мог прийти, у меня были там перерывы между уроками, могло быть по несколько часов, я мог прийти домой днем, когда никого не было. И ты, жена может отдыхать, или она куда-то выходила, и я в это время мог заниматься тем, чем я хочу, как раз именно получать те навыки, которые как бы в свободное время. Сейчас, например, у меня такой возможности вообще нет, у меня постоянно дети дома. Но насчет того, я хотел маленькую ремарку сделать. Люди, мы можем выходить на улицу. Дело в том, что здесь люди так соблюдают, конечно. И когда я с друзьями говорю, мне постоянно говорят, я же сам, ну мы же минчане. И мне друзья говорят, мы же забыли, что вы из Беларуси. Вам сказали не выходить, так вы не выходите. Да, а тут, но мы на самом деле время от времени выходим, но здесь люди как бы, они сидят, все, нам надоело, пошли. Говорю, что значит надоело? Они говорят, ну все, надоело, ну и все. И пошли гулять. И, конечно, меньше машин, меньше людей, 100% в магазине там меряют температуру, где-то да, где-то нет. Совершенно в каждом магазине все по-разному. Сегодня заходил, померили первый раз температуру, было интересно. Но, понятно, мы на процентов, относительно Беларуси намного больше сидим дома. Вот, так я хочу сказать, что есть люди, которые могут добиться, если человек, если, может быть, у него семья не такая большая, или у него настолько все расписано, кто где находится, в какой комнате он делает, или у него большой, может быть, дом, где можно закрыть детей в одной комнате, такие картинки, да, сейчас мемы были, где дети привязанные к полу, там, да, он сидит спокойно возле компьютера, что-то делает. Может быть, он может чего-то добиться. Или люди, которые на самом деле небольшие семьи, он находит себе время, он может поднять свои навыки.
Но я считаю, что в любом случае через нахождение некоторое время в этой изоляции появляется недостаток. Я сейчас просто тоже общался с психологом, у меня был вопрос один. С какого-то непременного стресса, потому что, понятно, я же говорю, что одно дело верующий человек, но все люди, и у всех мозг работает похоже, да, то есть процессы физиологические, они же также проходят. Вот. Я вам скажу, что большие хасидские рэби, ну, например, того направления, которое я принадлежу, они ездили, был известный Пятый Любавический рэби, Любавичье местечко на границе Беларуси и России, там целая династия тех хасидов, к которым я принадлежу, они, Пятый рэби ездил к Зигмунду Фрейду общаться и лечиться. Это большой, это не просто раввин, это хасидский рэби, у него были свои вопросы. Поэтому долгое нахождение, оно может нанести и вред, конечно же, и человек не может сосредоточиться, потому что он привык, что он может поучить что-то, так сказать, чем-то заняться, потом он выйдет, развеется, пообщается, что-то куда-то сходит. А если он постоянно сидит дома и даже занимается любимым делом, оно же может надоесть. В конце концов, появляется напряжение, которое надо как-то снять, а у него не получается. Поэтому это по-разному, индивидуально. Есть люди, я считаю, которые могут использовать это время более продуктивно, есть люди, которые не могут. Но нужно искать, конечно, баланс. Нужно это время максимально использовать, искать что-то хорошее в этом. Дарья Ксения, ваша порада, вот я чую такие рассказы, что там говорят, я вот зараз на самоизоляции, и ранее я столько разов до холодильника не подыходил, сколько зараз подыходил. Вот, як вы пораете, что... Ой, пропустила вопрос, да, извините, кто-то... Дети как раз-таки звонили, пришлось бить, да. Да, скажите, вот чую такое, что, кажется, столько разов ніколі в житті до холодильника за дзень не падыходзіў, колькі зараз падыходжу, седзячы ў самаізаляцыі. Як добиться того, чтобы вот выбраться с этого трехпутника, когда только полежать на канапе, там поглядеть сериальчик, черговый раз холодильником хлопнуть. Вот чем заняться? Як ці ёсць які сродак, чтобы вот выскочить с этого? На самом деле, на самом деле как раз-таки я в этом и нахожусь в треугольнике. Мы начали тихонечко чистить наши запасы морозильные, тем более, что месяц назад мы тоже как генетически были настроены на то, что нужно купить побольше продуктов, а то вдруг мало ли что, все закончится. Конечно, какой процесс творчества готовки, он тоже реализуется мной лично как матерью и как женщиной. Мне это какое-то время доставляло удовольствие. Ну вот на сегодняшний момент, конечно, понимаешь, что уже и обрыдли все сериалы, и никакой самоорганизованности в плане обучения не хочется. Почему-то не хочется не учиться ничему, хочется выйти и себя показать. Вот такая примитивная женская сущность вылазит периодически. И как бы вот как-то так. Никаких советов в этом отношении не могу дать, потому что очень сложно. Я, во-первых, выхожу все-таки в город, и у нас присутствует определенно, мне интересно, понравился, что действительно белорусы, тут даже их не просят самоизолироваться, а мы все равно самоизолировались. Такое некое диссидентство, да, вот внутреннее присутствует. Не знаю, конечно, посмотрела те фильмы, которые не могла посмотреть, не было времени, но уже немножечко надоело, конечно. Ну и паколькі нам трэба завершаць нашу праграму, мы на заканчэнне попросім спадара Пенгаса, вот, может быть, не цалкам, но троху сыграць яшчэ, может быть, якую-нибудь свою развітальную з нами песню и развітаемся. Да, я планировал одну песню, сейчас подумал, у меня есть из первого альбома, я на белорусском языке, на белорусском мове тоже старался писать некоторые песни. Есть песня, называется у меня «Дякуй Богу». Как раз почему-то мне показалось, что она подходит под эту тему вот именно сейчас.
Я починаю свой день надто рано, хутка устаю, чешу зубы, рукаву, зарадку зробить мне зусім не складана. У добрый настрой, что стискаваю, усё атрымаў у жыцці, что жадал у парня. Все атрымаў у жыцці, што жадаў. У парку аднойчы я разважаў, ці был асцярожны, раптам спытаў, ці дзякую я Богу за гэта сказаў. Дзякуй Богу, што нясу мяне ногі, за тое, што вядзе праз усе перашкоды. Мог я блукаць усё жыццё па дарогах, і дзякую Богу я за дапамогу. И не поспел я назад отвернуться, возник той стары. Пустой был на улице, может, поздно заснул, может, рано проснулся, может, стомился, ці просто почутался. Долго еще я тогда и вспоминал, что мне тогда дядуля сказал. И каждый раз, когда рано встаю, дякую я Богу кажу. Дякую Богу, что несут тебя ноги, за то, что я праз усе перашкоды. Мог я блукаць усё жыццё па дарогах, і дзякую Богу я за дапамогу. Ну, а я вось дзякую спадару Пінхасу разам з Ксеніяй Фёдоровай, бізнес-вумен, якая у частковай самаізаляцыі знаходзіцца, ну і памочніку рабіна Пінхасу Цинману, які з намі быў на сувязі з Кіева. Дзякуй усім, дзякуй Богу, спадзяюся, перажывем гэтае ўсё. Для вас працаваў Зміцер Лукашук, і гэта быў чарговы выпуск нашай праграмы «Засталіся дома». Будьце здаровы, беражыце сябе. Дзякуй. Всё, дзякуй.